Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чувашии телевикторина «Чувашла Калажар». Это викторина для настоящих патриотов, которые любят, уважают и ценят нашу необъятную Россию и нашу малую родину Чувашию. И сегодня у нас в гостях замечательные люди, которые пришли к нам сегодня немножечко пополнить багаж своих знаний о нашей культуре. И я с удовольствием вас с ними познакомлю. Первая участница нашего проекта Александра Голубева, певица. Александра, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам! И, Александра, у вас двое детей. А насколько сложно успевать с двумя детьми нянчиться, еще ухаживать за мужем, выглядеть так прекрасно и еще успевать на сцене петь? За мужем я ухаживаю, за собой не всегда получается. На себя остается меньше времени, да? Да. Ваш репертуар, какие песни? Пару Ой, песен. Самых убойных таких, которые всегда заходят. Да, в репертуар всегда разный. Я люблю рок, я люблю романсы, я люблю иностранщину, я люблю наши русские песни, я люблю попсу. Я люблю чувашские песни, к сожалению, не пою, но слушаю с удовольствием. Спасибо, Александра. А особенно люблю, когда Леша Московский поет. Леша, начинайте. Просим. А следующая участница Ольга Пеганова, певица, автор и композитор. Здравствуйте. Привет. Мне сказали, что у вас есть любимые домашние животные. Вот у многих композиторов они, кстати, есть. У вас какие? Домашние животные, но у меня дома есть кошка. Причем, когда мы ее нашли, я думала, что это кот. И мы дали ему имя Сёма. А потом это оказалась кошка, но мы так ее оставили под названием Сёма. То есть у нас кошка Сёма. Больше животных у меня нет, но я люблю собак. И, кстати, я знаю, как на чувашском языке будет собака. Гита. А кошка? Кошка Кушак. А еще я знаю, как будет ежик Череп. Панулми это что? Панулми это яблоки. Достаточно. Все. Ну, Панулми с ежиком тоже связан на картинках. Видимо, да. Следующий участник, возможно, нам сегодня что-то споет, потому что Александра сказала, что любит его песни. Алексей Московский, певец. Алексей, грех не спросить у вас про талисман, который вам приносит удачу. Талисман, ну, прям... Ну, насчет чувашского языка вас не спрашивают, тут все понятно. Ну да, я с переводчиком езжу. Никакого нету талисмана, просто, наверное, перед каждым выходом я и с Богом. Я с ним просто езжу Турбабрали. всегда на концерты. Давай будет и так, я буду твоим талисманом. Хорошо. Мой директор, мой талисман. Супруга, простите. Иногда Сёман. Александр сказал, что любит ваши песни. Я тоже. И Ольга, и Наталья, оказывается. Но вот они на мои концерты не ходят. Алексей, у вас есть самая популярная песня, пожалуй, среди молодежи. Это «Чу-ча-ча», да, всем известно. А есть ли любимая песня ваша, которую вы любите исполнять? Моя любимая песня, наверное, каждый день по новой песне. Что услышу на радио, то и все в голове целый день. Любимые песни. А следующая участница – солистка музыкальной группы Наталья Глянец. Наталья, добрый день. Вы состоите в музыкальной группе. Скажите, пожалуйста, какие основные инструменты должны быть в группе, вот, чтобы она звучала, чтобы все было на драйве, как у вас? Вообще, если захочется создать музыкальную группу, можно взять любые инструменты, это будет такой разнообразный набор. Если захочется фольклор, добавить народные инструменты. Базовыми считаются бас-гитара, барабаны живые, ну и голос. Там уже подключается гитара, которая украшает всю эту музыку, делает ее более красивой. А дальше уже как душа пожелает, либо гармонь, либо флейту, клавиши и так далее. А почему вы именно в группе? Рядом с вами стоят солисты, которые чаще всего поют одни на сцене. Которые не в группе. Нас не взяли. Однажды мне посчастливилось просто попасть в этот коллектив, и получилось так, что мы стали друг для друга каким-то поддерживающим плечом, да, и мы стали как одно целое, и нам вместе, когда мы стоим вместе на сцене, это, пожалуй, самое целостное, что может быть, нежели чем мы, каждый по отдельности. Мы вот как один единый организм. Две подсказки.
есть у нас. Вчера кто-то интересовался этими подсказками очень сильно. И эти подсказки называются «Знание и удача». Я вам желаю удачи. Расскажу про правила нашей игры немножко. Первые два вопроса в нашей игре по 1 баллу. Если вы на них ответили правильно, то по 1 очку. Третий и четвертый вопрос по 2 балла. Ну а пятый вопрос у нас обычно с изюминкой. За него можно получить 3 балла. Кто больше наберет очков, тот и победил. Ну что, я вам желаю удачи. Наш сегодняшний вокальный выпуск начинается. Первый вопрос у нас, кстати, тоже немножко такой песенный, и звучит он следующим образом. Как с русского языка на чувашский переводится песня? Вариант ответа А – Юра, вариант ответа Б – Юмах, С – Кеви, Д – Тажа. Ольга? Я думаю, что с русского языка на чувашский переводится Юра. И это неправильный ответ! Давайте проверим. Да, загорел зеленая флажечка. И Ольга заработала 1 балл. А вот давайте про остальные варианты ответа. Все-таки на чувашском юмах это будет... Дуб. Нет, Сказка. Юмах. Тут Юмах. похоже. Да, юмах. Сказка. Юмах — это сказка. Кеви. Это музыка. Мелодия, да, музыка. Тажа — И это тажа. танец. Ты все знаешь, получается? Пошла из чу, тажа. Даже это танец? Танец. Внимание, второй вопрос. Готовы? Да. Давайте посмотрим на экран. И второй вопрос у нас видео-вопрос. Его зададут сотрудницы Новочебоксарского кванториума, в котором проводят научные опыты, связанные с биологией. Внимание на экран. У нас квантами выращиваются такие прекрасные улитки. Это самая прекрасная африканская улитка – ахатина. Ее слизь обладает массой полезных свойств. Вопрос: где используют слизь улиток? Вариант ответа А – в кулинарии, Б – в косметологии, С – в клинике, Д – в сельском хозяйстве. Наталья. Я думаю, что слизь улиток используют в косметологии. Давайте посмотрим на вариант ответа «косметология». И это правильный ответ. Наталья заработала Мы тоже ими 1 балл. пользуемся. Отбивка, да, для программы. Слизь улиток очень активно используют в косметологии, потому что слизь обладает заживляющими и восстанавливающими свойствами. Их используют в кремах, в патчах и масках. А следующие два вопроса у нас по 2 балла. Если ответили правильно, то можно выиграть 2 очка. Вопрос номер 3 у нас в видеоформате. Его зададут сотрудники музея имени Василия Ивановича Чапаева. Внимание на экран. На территории современного города Чебоксары в конце 19-го, начале 20 века располагалось множество деревень. Деревянные дома в таких деревнях были однотипные, и в них между печкой и стеной прямо под потолком располагались вот такие деревянные настилы. Вопрос: для чего или для кого они были предназначены? Вариант ответа. На них спали дети, хранили крупу, сушили вещи, складывали постельные принадлежности. Ольга. Я прочитаю сейчас еще раз, да? Нет, мне кажется, что... вот смотри. Смотрю. Спать могли, сушить могли, хранить постельное белье тоже могли. Мы думаем, что это ответ... Подожди, я думаю, скажи. Подождите, так, сушить вещи там, ну а что их сушить-то там? Я думаю, что это... Нравится ваш ход мыслей? Вариант. Давай, на счет 3, говори. Там могли спать Переход дети. хода. А? Нет, там могли спать дети. А подсказка, Там что могли я спать могу дети? сказать? Знание и удача. Что? Знание и удача. Ваши Сколько еще у подсказки. нас будет вопросов впереди? Всего 5 вопросов. Давайте я подсказкой воспользуюсь. Знание и удача, то есть ваши знания, ваша удача – это ваша подсказка. Вот это... Поворот. Давай. Там поместится человек? Я не Там могу вполне сказать, могли надо спать посмотреть. Тут, дети. Я Там думаю, могли если спать это дети. будет Я подсказка. думаю, что Не там дам прятали плохую детей, подсказку. им там стелили, было тепло, потому что, может быть, теплый воздух поднимался кверху, и там было теплее. Пускай там спали дети. И Ольга заработала 2 очка. Аплодисменты. А знаешь почему? Вот раз то, что воздух, наверное, теплый был наверху, еще было же очень много детей, по 7, по 8, по 9, Кто-то на 12 печке, детей. кто-то Их там клали вот так вот. Да, так. Семеро А палаток, еще вот как говорится. работники Да-да-да. говорят, что дома были однотипные, и там на самом деле места не очень много. Это палати, на них спали дети. Идем к следующему вопросу.
И следующий вопрос у нас связан с нашим зеленым золотом. И его зададут работники музея пива. Итак, что является главным ингредиентом изготовления пива? Вариант ответа А – хмель, Б – сахар, С – солод, Д – дрожжи. Так, интересно, то есть я могу дать неправильный ответ. Нет, тут все с подвохом, если что. Да. Александр, ну... Вариант А – хмель. Хмель. Может быть неправильным ответом, если что. Да. Ваша подсказка Но стоит. вспоминая... Солод тоже может быть с подвохом. А главное, это как считать, которого больше всего? Тут нету правильного варианта. Главный ингредиент, вообще-то, говорят в народе, вода. Но тут воды нет, видишь? Да. Вспоминая состав пенного напитка, Мгм. там обычно пишут хмель, хмелепродукты. Вот, хмелепродуктах... Так, ну солод, конечно, тоже может быть. Вот что-то надо Нет, выбрать. я отвечаю хмель. Хмель Да. выбирает Александр. По поводу рецепта состава, то есть раньше в каждом дворе, у каждой семьи был свой рецепт пива. И там более 400 составов, вот насчитали работники музея пива. Хмель, смотрим. Нет, хмель. Я, честно говоря, до того, как познакомился с этим вопросом, тоже думал, что хмель. неправильный ответ. Наталья? Я в шоке, во-первых. Пойдем, значит, Местно. рассуждением творческим. У группы Юта есть песня «Хмель и солод». Вот, там нету песни «Хмель и сахар», «Хмель и дрожжи», вроде не очень подходит. Нет, ну, с одной стороны, смотри, концентрация определенного вида, там, вот из этих, там, сахар, дрожжи, они несут очень весомую такую роль в изготовлении пива. Ну да. Ты дрожжи положишь кислые, пиво будет отвратное. Сахар положишь больше, оно будет сладкое. Поэтому, зачем я сейчас тебе подсказываю, я не понимаю. Но... Как мы уже выяснили, подвох состоит в том, что ты думаешь, что знаешь, на самом деле не знаешь. Это все. Отвечай. Ну, отвечать так и так Давай, придется. ответ. Я отвечаю солод. Солод. Смотрим на экран, и это Правильный правильный ответ. И комментарии к вашему ответу. Главным ингредиентом изготовления пива является солод. Что такое солод? Это замоченное, пророщенное, высушенное и перетертое зерно. Ну что, мы переходим к нашему пятому вопросу, за который можно получить 3 очка и стать победителем нашей программы. А может и 3 победителя будет, кто его знает. Назовите самый распространенный музыкальный инструмент среди чуваш до начала 20 века. Варианты ответа следующие. А. Пузырь. Б. Скрипка. С. Домбра. Д. Свистулька. Я вообще кнопку так хотел Подкинь нажать, её. вот так. Свистулька, конечно, тоже могла быть. Скрипка точно нет. Домбра тоже у меня вопросы. Либо А, либо Д. Два варианта, да. Подсказки опять. Либо что там у меня, либо... Знание Либо удачи. твое знание, либо твоя удача. Значит, скрипка точно нет, да ведь? Да? Да. Вычеркиваем. Ну, Домбра. попробуйте. Домбра. Вычеркиваем. Домбра ведь тоже А не как же может вот быть. эти чувашские известные скрипачи, нет? До 20 века, я думаю, что скрипки вообще... Какие чувашские скрипачи? До 20 века Были. гранты не было. Ты сейчас что меня путаешь? Зритель, подскажи, пожалуйста, как ты думаешь? Подмигни. Если это А, то 2 раза подмигни, зритель. Маленькая. Я не знаю, пускай это будет пузырь. Принимаем ваш вариант ответа. Пожалуйста, Ольга. это что? Это не пузырь. Ну, тогда... Вот я тоже среди двух вариантов Какие? ответа. Колебалась. Пузырь и свистулька. Пузырь и свистулька. Ну, выбирать вам. Ну, я думаю, свистулька. Свистулька, смотрим. К сожалению, нет. Помним про подвох, да, снова. Какие подвохи? Есть варианты, есть ответы. Все, давай. Раз, два два. ответа. Раз, два, домбра, ладно. Домбра, смотрим. Алексей! Алексей, мы вас поздравляем. У нас сегодня 3 победителя. Алексей, Подождите. Давай победу. А эти я угадаю. Я угадаю. Так, пузырь, домбра или свистулька? Или все-таки скрипка? Я думаю, все-таки это скрипка! Вот это находчивость! есть правильный ответ – скрипка. На самом деле, многие исследователи пишут про скрипку, поэтому считается, что он самый такой популярный инструмент в то время. Ну что, у нас сегодня есть 3 победителя. Уважаемые телезрители, если у вас есть интересные вопросы для нашей телепередачи, присылайте их на электронный адрес, который вы видите на экране.